Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вчера, 10 октября, по всему миру отметили День психического здоровья. Общая цель Всемирного дня психического здоровья заключается в повышении осведомленности о проблемах психического здоровья во всем мире и мобилизации усилий в поддержку укрепления психологического здоровья. Что необходимо сделать для того, чтобы забота о здоровье стала реальностью для людей во всем мире? Такова тема нашего разговора сегодня. У нас в гостях в студии Олег Припузов, главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Республики, заместитель главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Олег Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в этом году День психического здоровья прошел под лозунгом «Психическое здоровье – универсальное право человека». В чем же заключается суть данного лозунга? Ну, я должен сказать о том, что вообще этот день был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1992 году. И в 2002 году нашей страной также он был поддержан, и с тех пор этот день, можно сказать, отмечается, точнее проводится. Вот, тогда был инициатором этого академик Дмитриева. Она была министром здравоохранения, и она являлась психиатром, директором Центра Сербского. Вот, что это, конечно же, не праздник. Это возможность обратить внимание на эту проблему. Это прежде всего для каждого из нас день. Я должен сказать о том, что вообще психическое здоровье является неотъемлемым правом каждого человека. То есть человек должен иметь право на профилактику каких-либо заболеваний, связанных с этим, должен иметь право на лечение этого и реабилитацию. Вот. И должен иметь каждый человек, который страдает психическим расстройством, должен обладать всеми правами, которыми обладает любой гражданин нашей страны. То есть получается, когда некоторые люди относятся предвзято к тем, у кого есть какие-то психические расстройства, это получается, что они у них это право как раз-таки отнимают? Да, как раз об этом речь идет, что, к сожалению, в нашем обществе, как и в любом другом, есть проблемы, связанные с невежеством, во-первых, то есть незнанием, непониманием этой проблемы, во-вторых, с предрассудками, которые очень живучи, к сожалению. Вот. И третье – это дискриминация. То есть дискриминация людей в связи с тем, что они страдают каким-либо психическим расстройством или расстройством поведения. И наша задача в том, чтобы мы пропагандировали вопросы профилактики психических расстройств, чтобы мы объясняли людям, это касается и средств массовой информации, о том, как они могут диагностировать это расстройство, где, каким образом его лечить, вот, как проходить реабилитацию. Вот. Ну и очень важный момент, конечно, это права. Права психических пациентов, о которых я позже скажу. И мы, все государство прежде всего, и общество должны защищать эти права, поддерживать, и, конечно же, нельзя их нарушать. Но вот бывает такое, когда действительно некоторые относятся предвзято, потому что психическое здоровье – это что-то нематериальное, это человек на себе испытать не может. А бывает наоборот, человек, который испытывает расстройство, почему-то стыдится, что у него действительно есть такое заболевание. Вот как поступать в такой ситуации? Ну да, конечно, мы говорим о стигматизации, да, о том, что в связи с этим расстройством к человеку меняется отношение. Вот. С этой стигматизацией, конечно же, сталкивается сам пациент, очень серьезно сталкиваются его родственники, они тоже не знают, что делать. Наша задача психиатрической службы проводить такие, кроме лечения самого, проводить объяснения, психосоциальную реабилитацию самого пациента и его родственников в том числе, объяснять, с чем связано это заболевание, как оно лечится, что нужно делать, чтобы не было обострений или они были более редкими, и как жить в обществе с этим заболеванием, я бы так сказал. Вот. Ну и, конечно, еще важно отметить, что есть определенные группы людей или органы, да, которые связаны с этой стигматизацией. Например, это правоохранительные органы, которые иногда действительно подозревают психически больных в определенных правонарушениях, которые они не могли совершать. Либо наоборот, наши пациенты часто подвергаются мошенническим действиям каким-то, их обманывают. Вот. И правоохранительные органы тоже должны понимать, что они нуждаются в особой защите.
Это органы отдела кадров, да, кадровые службы, которые каким-то образом, узнав, что человек болен психическим расстройством, стараются его принять на работу, не принять на работу, хотя это чаще всего абсолютно незаконно. То есть любой человек, исключая определенные специальности, имеет право на любую работу, даже страдая психическим расстройством. Вот. Ну и, конечно, ряд других органов тоже, они вот подвергают человека стигматизации. Вот. Задача всего нашего общества — защитить его и помогать человеку. А есть же, наверное, еще и какие-то, мало того, что профилактические, так и, наверное, просветительские мероприятия, которые направлены как раз на борьбу с этой самой стигматизацией, разве нет? Да, конечно, вот средства массовой информации в этом, конечно, участвуют. Вот, и мы должны понимать, что средства массовой информации должны как бы не вскрывать жареные факты, как говорят, да, какие-то такие вещи, а говорить наоборот о том, с чем связана эта болезнь, как ее профилактировать, говорить о том, что есть как бы условия для лечения, вот, подчеркивать хорошие факты, связанные с какими-то центрами или больницами, с врачами, которые проводят это лечение, то есть помогать такой положительный образ какой-то создавать психиатрической службы, вот, ну, подчеркивать искать людей, которые преодолели эту болезнь и смогли вот полноценно жить в этой жизни. Это вот такой очень немаловажный момент. И просвещением, конечно, должны заниматься и мы. Врачи-психиатры, медицинские психологи, вообще специалисты психиатрической службы. Ну, то, о чем я уже говорил, это психообразовательная работа. Вот. Ну вот так бы я ответил на этот вопрос. Олег Алексеевич, вот такой еще есть вопрос, потому что все-таки 21 век — это эпоха высоких технологий, и очень часто встречаются такие случаи, когда подростки, наверное, в силу своей молодости, возможно, глупости или неопытности, начинают отчасти романтизировать как раз такие психические проблемы и приписывать себе многочисленные расстройства только потому, что где-то прочитали какую-то статью в интернете. Как работаете с несовершеннолетними гражданами? Да, это особый, конечно, контингент наших пациентов, потому что у подростков, ну и детей в частности, у них, конечно, все по-особенному. Все по-особенному. И вещи, которым взрослые могут не придавать внимания, как бы относиться к этому просто, а для подростка это целая трагедия. Если для взрослого, скажем, какая-то стрессовая ситуация, травмой психической является, допустим, какие-то чрезвычайные действия, да, то для подростка вот, ну, троллинг какой-то в школе, расставание с любимым человеком, да, является трагедией, которые трудно пережить. И они совершают даже такие поступки необдуманные, которых потом сожалеют. Вот поэтому, конечно же, врачи, психиатры, которые работают с детьми и с подростками, они как бы по-особому готовятся, их особое образование, у них есть такой подход, они отличаются от взрослых психиатров. И у них подходы. В психотерапии, скажем, да, в психологии медицинской тоже есть особые подходы к подросткам. Поэтому мы, ну, родителям, скажем, окружающим, учителям нужно понимать, что если что-то такое происходит, и они чувствуют это, нужно сразу же, конечно, обращаться к специалистам, чтобы они ему помогли. А вот вы, как психиатр, можете ли сказать, каким образом можно принять психическое расстройство, если оно вот было обнаружено, и при этом не снижать качество жизни? Да, мы прежде всего пытаемся объяснить человеку, чем он болен, рассказать о том, как может дальше протекать эта болезнь, вот, и как нужно, какое поддерживающее лечение необходимо принимать, чтобы не было обострения этого болезни, либо эти обострения были редкие. Вот. Мы, конечно же, работаем с родственниками, объясняя им, что человек изменился, и нужно его принять таким, каким он стал теперь. Он, может быть, стал абсолютно другим по характеру, по своей личности. И нужно его принимать и относиться к этому с пониманием. Это его право. Вот это понимание как раз права, о которых мы говорим. Вот. Ну вот так вот мы пытаемся готовить людей. Вот. И, конечно же, мы должны вместе с другими органами защищать его права. А почему не стоит бояться психиатров и постановки на учет, о которой так много говорят? Да, ну, прежде всего надо понимать, что это необходима медицинская помощь и психологическая помощь.
без этого не обойтись. То есть дальше может быть хуже, может быть ухудшение заболевания, это приведет к более тяжким последствиям. Ну, как вы знаете, последствия могут быть даже смертельными, да, для некоторых людей, вследствие там проблемы суицидов и так далее. Вот, значит, мы должны оказать этому человеку как можно помощь такую в наименее ограничительных, в наиболее хороших условиях, вот, сделать все, чтобы он смог получить эту помощь в том месте, где он живет, теми специалистами, которые для этого подготовлены, ну, то есть вот в таком плане. Ну, в первую очередь, наверное, если заметны какие-то, ну, возможно, отклонения в поведении привычном, родственники начинают бить тревогу, куда следует обращаться для того, чтобы получить поддержку? Ну, нужно обращаться в кабинеты психиатров в центральных районных больницах. Ну, в городе Якутске это, конечно, республиканский психоневрологический диспансер. Он находится по Лермонтова, 178/1. Я должен сказать, что благодаря вот решению главы республики, по решению правительства, в этом году открылись новые кабинеты. Они называются психотерапевтические кабинеты, кабинеты медико-психологической помощи, кабинеты медико-психологического консультирования. Они открыты, часть кабинетов в 5 крупнейших наших районах и еще в 14 более малочисленных районах. Такие кабинеты открываются, поэтому туда тоже человек может обращаться, в эти кабинеты. Вот, то есть это работают психотерапевты, психологи и психиатры. Вот они смогут оказать необходимую помощь. Сейчас наша задача, как вот Министерство здравоохранения и наши службы, в том, чтобы подготовить достаточное количество специалистов и закрыть эти вакансии, которые появились сейчас. Потому что кроме открытия кабинетов еще выделены дополнительные штатные единицы. А какие меры важны в деле сохранения психического здоровья? Ну, главные меры, конечно, первое, мы говорим о профилактике. Вот. Профилактика может быть 3 видов. Это первичная профилактика. Это как бы есть меры общие, да, это здоровый образ жизни, это комфортное к себе отношение, это занятие спортом, это хорошие отношения в семье, благополучные как бы такие отношения на работе. Вот. Для этого, конечно, нужны и психологические тренинги в том числе, безопасные, подчеркну, психологические тренинги, которые должны проводиться в том числе и работодатель должен этому содействовать и помогать. Вот. Это вот такая первичная профилактика. Вообще вот есть психические расстройства, конечно, которые могут возникнуть даже вот при соблюдении всех этих правил профилактики, но тем не менее у самого благополучного человека может возникнуть психическое расстройство. Поэтому тут мы говорим о вторичных мерах профилактики, когда один раз перенеся психотическое состояние, допустим, да, либо какое-то другое психическое расстройство, человек должен ходить к психиатру, наблюдаться и принимать поддерживающее лечение. Вот. Ну а третья часть – это третичная профилактика. Это значит, что людей с тяжелыми психическими расстройствами, с частыми обострениями мы должны помогать профилактировать. Ну и вообще я бы хотел сказать о том, что у нас есть сайт ИРПНД Минздрав Саха.gov.ru, на котором можно получить всю информацию, в том числе, где находятся кабинеты, по какому адресу, какой идет работа. Я должен сказать, что открыт у нас телефон доверия, его номер 8 800 222 1407 и 507 967. По этому телефону пока вы можете обращаться до 22:00, но в скорости он будет круглосуточным и бесплатным для звонящего. Вот. Ну и также те, кто живет в районах, конечно, могут обращаться на телефон доверия с различными психологическими проблемами, в том числе дети могут обращаться. И в центральных районных больницах, как я уже сказал, нужно обращаться в кабинеты врача-психиатра, кабинеты помощи и кабинеты консультирования. Спасибо вам, Олег Алексеевич, за то, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Я думаю, что многие сегодня для себя сделают необходимые выводы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.